ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Суббота. Универсальный спортивный комплекс стартует турнир по мини-футболу «Супер Мишка» на призы МФК Ухта. Его участники – это молодые парни 12-13 лет. Состязания проводятся второй год, и на этот раз его участники 6 команд. Но далеко не простых. Они сформированы из игроков и команд, которые лучше всего проявили себя в рамках соревнований мини-футбол в школу. Конечно, свои фавориты есть, но не все так очевидно. До начала турнира давал интервью и говорил, что 10-я, 2-я школа. Сейчас посмотрел уже, уже прошли некоторые матчи. И можно сказать, что будет им очень тяжело. Они остаются фаворитами. Скорее всего, наверное, разыграют между собой. Но в этом году будет им сложно, потому что, еще раз повторяюсь, турнир будет немножко ровнее. И уже команды пытаются огрызаться, пытаются кусаться. И, соответственно, результаты уже не такие, как в прошлом году, например. В первый день турнира сыграли 3 матча, каждый длится 2 периода по 15 минут грязного времени. В 11 с лишним часов стартовала игра, где на поле вышел один из фаворитов – школа номер 2. Ее соперником стала гимназия иностранных языков. В первом периоде именно школа номер 2 в синей с белым форме открыли счет. Однако, несмотря на прогнозы, гимназисты отнюдь не растеряли боевого духа. Я считаю, что у всех есть перспективы, и у нас, и у всех школ. Главное стараться и пытаться побеждать. Александр Мусаков стал лучшим игроком по итогам матча в своей команде. Самым ценным игроком у оппонентов признали голкипера Артема Лепихова. Он лишь единожды пропустил мяч, но несмотря на это требования к игре своих товарищей у парня серьезные. Все ж как-никак один из фаворитов, и победить-то очень хочется. Не могли никаких острых моментов создать. И, мне кажется, говорили играть в атаке, играли от обороны. Все было плохо сыграли. В итоге, несмотря на все старания футболистов второй школы, счет на табло так и остался 1-1. Ничья. Супер Мишка продлится до марта. Именно тогда должна определиться тройка призеров. Кроме этого, 2 лучших команды разыграют и суперкубок. Кстати, обладателем первого места по итогам турнира и завоевавшим суперкубок могут быть разные команды. Так что интрига сохранится до самого конца. Матчи в рамках Супер Мишки будут проходить перед каждым туром домашних игр МФК Ухта.